Данные пришли, отправляю. Отправляй. Ты попала под дождь? Я вышла, собрание, погода испортилась. Посмотрите на мой вид. Дай это. Спасибо. Ах, дочка. Я еще ничего не ела, я очень голодная. Садись, идем. Я сейчас принесу быстро полотенце. Сейчас принесу. Хорошо, ты промокла насквозь. Пирог только из печи. И чай еще согреешься. Пирог возьму, но чай не нужно. На собрании так часами был только чай, я голодна. Но я выпью айран. Хорошо, тогда айран, хорошо. Ах, дорогая моя. Здравствуйте. Хорошо. Спасибо, госпожа Лейла. Если бы вышло собрание на 5 минут раньше, не попала бы под дождь. Я только вышла. А в этот раз такси нет. А тем, кто был Машем, но они не останавливаются. Еще обманулись утром погодой, вышла легко одетая. У меня все дела идут не так. И с Ибо отношения испортились. Я так зла на Ибо. Из-за него и так утром в плохом настроении проснулась. Этот парень испортил мне все равновесие. Близкий друг. Видите ли. Вспоминаю, ноги, руки дрожат все еще. Смотри. Любимая, знаю, ты очень зла на меня, но... Выслушаешь меня пару минут? Ибо, хорошо, прошу. Я сейчас совсем не выдержу, и так плохо, не хочу еще твое объяснение слышать. Единственное, но я не подумал, что ты так расстроишься. Хорошо, Ибо, не трогай. Что с тобой случилось? Ибо, ты в аварию попал? Нет, не авария. Что тогда случилось? Что с твоим лицом? Ты упал, еще где-нибудь есть что? Нет, я в порядке. Ничего серьезного. Ты ведь в порядке? Ты будь в порядке. У клиента бутик-отели. Пляжи и рестораны включительно. Думаю, хотят обновления. Сезон закрыт. До открытия нового еще много. Мне кажется, что клиенту нужно срочно. Можно было и завтра познакомиться. Если они смогут получить этого клиента, будет очень хорошо для компенсации господина Илдырыма. Эти деньги как-нибудь выйдут из нашего кармана. И клиент галереи, которого вернула Эйлюль, кажется, не поможет. Хорошо, но мы не знаем бюджета этой работы, Бурак. Возможно, оно того не стоит. Входи. Господин Бурак, как вы и сказали, я отправила всех домой. И Айди отправила сообщение. Спасибо, Азмия. И ты можешь выйти, пока погода не стала хуже. Господин Демир, вам я нужна? Мне спасибо, госпожа Змея. Спасибо. Они заполучили клиента. Мы спаслись. Говорить об этом рано. Верно. Они проведут ночь вместе, да? И будут долго-долго рассказывать. Что, интересно, случилось с этим парнем? Хорошо получилось. Отношения наладились. Они были плохие? Лейла, ты не видишь того, что перед твоим носом.
Они не могут понять друг друга. Выглядят так, будто подходят, но они неподходящая пара. Ты теперь готова меня выслушать? Ибо ты ставишь меня в очень сложное положение. Ты болен, я даже не могу сердиться на тебя. Что с твоим лицом такое? Кто это сделал с тобой? Ты найдешь этого человека и поблагодаришь? Я очень обижена на тебя. Ты мог сказать до встречи, что будем знакомиться с твоей бывшей. Я еще и как дура сидела перед ней и слушала, как вы начали встречаться. Прошу прощения. Правда, прошу прощения. Буке хорошая девушка. У нее хорошие намерения, но она говорит все, что придет в голову. Хорошо? Ладно, она. Но ты? Разве человек начинает знакомство с бывших его? Да, ты права. Но я это не так вижу. Да, Буке мой самый близкий друг. В университете мы встречались год, но с тех пор прошло 8 лет. Я не вижу ее в этом свете. Я не смотрю на нее такими глазами. Ради бога, Ибо. Кто в это поверит? Почему нет? Это очень странно. Люди не могут после расставания оставаться друзьями? Столько времени проводишь. Думайте над одним и тем же. Даже интересы совпадают. Из-за того, что романтические чувства закончились, мне нужно выбросить человека. Не нужно на меня смотреть так, будто ты прав, Ибо. Если бы я взяла и посадила тебя перед своим бывшим, тогда бы ты понял, что я чувствую и что пытаюсь сказать. Я разве знакомлю тебя с Егитом? Хорошо. Хорошо, сделаем тогда. Познакомь меня с бывшим. Что? Ты же сказала, что я пойму, что ты чувствуешь. Познакомимся с этим господином Егитом. Узнаем, какие это чувства. Не глупи, Ибо. Ради бога, я годы не видела парня. Ты составишь план, я должен вернуться в клинику. Увидимся. Легкой работы. Счастливо, родной. Алло. Закончилось собрание. Где ты? Бусинка, я промокла под дождем, а змея отправила сообщение не возвращаться на работу. Да, мы тоже рано вышли. Я приехала домой. Когда приедешь? Тут сейчас очень многолюдно. Я только поела. Останусь немного и помогу. Приду немного поздно, как ты поняла. Ты отдыхай. Хорошо, легкой работы. Целую тогда. Бара, привет. Ты мне не звонил совсем. Где ты сейчас? Что значит встретился с адвокатом? Что за адвокат? Все, что ли? Все, да? Или будешь жить с моей семьей, или мы разведемся, говоришь мне, да? После всего этого ты говоришь мне это. Делай, как знаешь, Бара. Это твоя жизнь. Как я поняла, я никогда не была частью этой жизни.
Очень хорошая идея. Одной из сторон особняка будет заниматься господин Демир, а госпожа Селин и господин Бурак будут заниматься разработкой дела. Работа почти закончена. Зима на острове, к сожалению, такая. У нас очень мало времени. Когда сможете начать? Для того, чтобы начать разработку, время есть. А по поводу архитектуры нам нужно поторопиться. Господин Демир знает лучше, но можем начать уже рисовать. После соглашения можем начать действовать, пока не наступила зима. Господин Демир уладит это с помощью хорошего плана, не переживайте. Отлично, отлично. Мы часто слышим имя господина Демира. Очень жду встречи с ним, чтобы познакомиться и работать. Ты свободна? Мне позвонить? Мы на ужине, позже поговорим. Ты не вышел. Смотрю на дату сдачи наших проектов. Если даже возьмем все в этом месяце, то это лишь перекроет то, что на руках. Нам бы пришел конец, если бы девочки не взяли это дело. А если обжалуем этот штраф, то лишь заработаем время. В конечном итоге ты понял. А в этот период будем думать о том, что можем поделать. А если найдем таких же крупных клиентов парочку, то спасем ситуацию. Легкой работы. Демир, ты не едешь домой, потому что нет Селин? На самом деле, да. Жду, пока погода нормализуется. Плохо, что еще это случилось поверх рабочего процесса. Тебе нужно на чем-то оторваться. Что такое, Бурак? Ты отвечаешь? Клянусь, знаешь, что сейчас пойдет на пользу? Давай поедем, оторвемся друг на друге немного. Все в машине. Хорошо? Встретимся снаружи. Я жду. Я подойду. Передо мной красивый вид. Передо мной две красивые женщины. Ни у одной из которых я не вижу обручального кольца на пальце. Вы свободны? Да? Да. Помолвка? Нет. Две такие красивые женщины и свободны. В наше время такого не бывает обычно. У меня в вашем возрасте было 2 детей, например. Не тяжело было совмещать замужество и детей с карьерой? Нет, никогда. Если рядом с вами будет тот, кто будет вас понимать, все облегчается. Отлично.
Не будешь гнаться за мячом. Кажется, ты так и делаешь. Я пользуюсь экономно своей энергией. Давай. Следи за мячом, Демир. Продолжим играть. Если ты выместил злость, устал. Ты быстро сдался. Если бы это было 2 месяца спустя, то ты бы был в ужасном состоянии. Сейчас я не так напряжен, как ты. У тебя намного больше того, что ты можешь потерять. Ты это уже во 2-й раз сказал мне сегодня. Если скажу в 3-й, то ты уладишь вроде. Сказать еще раз. У тебя намного больше того, что ты можешь потерять, Демир. У всех есть то, что они могут потерять. Да. Но сегодня для тебя будет намного сложнее. Я знал. Знаю. Как давно ты узнал? С самого начала знал. Как это случилось? Эйлюль по приезду рассказала тебе это? Ничего не говорила. Я узнал это до того, как она приехала. Подобное мог сделать только ты, Бурак. Входи. Очень шикарно, не так ли? Да. Ты нашла книгу? Я немного тяжело засыпаю, сразу просыпаюсь. Я тяжело засыпаю, тяжело просыпаюсь. Хорошо, бессонный особняк, ночь, буря, будто фильм ужасов. Ты любишь? Не особо. Госпожа Тюркяна очень милая, не так ли? Милая, да. В нашем возрасте у нее было 2 детей. Я не могу представить себя с 2 детьми. Сейчас не могу представить. Ты? Я? Не строю мечты о будущем в норме. С кем-то вместе не строю. Не строю. Отныне. Почему? Потому что все может измениться. Я могу у тебя кое-что спросить. Задам немного личный вопрос, но если хочешь, не отвечай.
Я заметила, что когда госпожа Тюркян спросила у нас о том, помолвлены ли мы, ты замешкалась. Да. А если приезд Эйлюль так влияет на тебя, значит, ты не должен быть вместе с Селин. Ты ничего не знаешь совершенно. Ты ничего не знаешь о нас. О ком? О тебе с Селин или о тебе с Эйлюль? Нет никаких Эйлюль у меня. Ты не видишь то, что можешь обидеть Селин, вредя мне. Тебя не волнует, да? Она приехала не потому, что я звонил ей, а потому что ты искал ее. Я лишь отправил сообщение. В чем твоя проблема? Что это за рвение? Фирма? Забирай, пусть будет твоей. Я вынужден остаться здесь, пока не закончится мой контракт. Но могу уже завтра продать тебе все свои акции. Закончу контракт, заберу Селин, уеду отсюда. И больше ничего меня не волнует. Я не хочу, чтобы ты уезжал. А чего ты хочешь тогда, Бурак? Я помню первый день, когда ты приехал на фирму. Ты смотрел на нас так, будто мы в чем-то виноваты, не зная никого при этом. Я не особо-то и ошибся. Ложь, игры. Вы сделали все, Бурак. Демир Эрендель, который ненавидит ложь, сказал самую большую ложь сам. Хотел обидеть всех, потому что был обижен сам. Мне кое-что интересно. Раз ты знал, то почему не сказал Селин? У тебя на руках такой козырь. Я удивлен, что ты не пошел, не рассказал сразу. Я удивлен тебе еще больше, Демир. Ты ведь очень правильный. Я думал, ты все расскажешь Селин сам, сразу после того, как приедет Эйлюль. Ждешь правильного момента, да? Момента, когда сможешь меня сильно ранить. Не буду совсем вмешиваться. Я буду лишь с удовольствием наблюдать, думая о себе. Ты обидишь Селин из-за меня. Не я. А ты обидишь. Я так резко спросила, не обижайся. Но ты настолько красива. Не могу представить того, кто бы мог тебя бросить. Твое решение было. Хорошо. Оставь. Я зашла в очень личное. Прости. Иногда твой разум и сердце говорят на разных языках. Ты постоянно слушаешь сердце, а потом смотришь, что движешься к той жизни, о которой вовсе ничего не знаешь. К жизни, которой не хотела. Жизнь, о которой ничего не знаешь. Ты попадаешь дальше от своих целей, будто ты совершенно опустошена. Будто постоянно должна отчитываться перед кем-то, будто должна объясняться перед кем-то. Не знаю, очень глупо выглядит, если так рассказывать. Может, это человек? Неверный выбор для тебя. Я сейчас понимаю. Когда человек находит правильного человека, и его сердце, и разум поют одну песню. Демир?
Ты как стал таким человеком, Бурак? Каким человеком, Демир? К некоторым из нас жизнь не относится хорошо. Ты имеешь хорошие возможности, но твои родители заставляют за них расплачиваться, не оставляя это жизни. Если говорить о травмах детства, то поверь мне, не обойдешь меня. Правда? Демир Эрендиль не купался в вате. К сожалению. Ну и хорошо. Так ты поймешь меня намного лучше. Когда некоторые из нас ранены, пытаются победить, а некоторые становятся лишь лучше, несмотря ни на что. Постоянно совершая ошибки, ты не сможешь кого-либо победить или же быть лучше. Лишь твой характер будет слабее. Что это такое, ты знаешь? Ты рискуешь, зная, что где-то совершил ошибку. Эту ошибку перекрывает твой путь, и ты совершаешь еще одну. Как муха, которую поймали. Все больше и больше влипаешь. А тот, кто пришел тебя съесть, не съест лишь тогда, когда понимает, что ты ядовит. Ты остался в живых, хорошо. А как спасешься? Благодаря кому-либо. Хотел, чтобы этот кто-то был Селин. Не получилось. Теперь от кого ждешь? От той, кто совершил такие же ошибки, как и я. Мне хорошо становится, когда я знаю, что в этот момент она не одна. Это не тот человек, который делает много ошибок. Этот человек ошибся один раз. Не смей этим пользоваться, Бурак. Даже использовать было сложно, Демир. Вначале я хотел, чтобы она была сообщницей в моих планах. Но теперь нет. Некоторые вещи и правда не меняются. Сначала Селина, теперь... Все те же истории, про я изменился. Ты сам веришь в то, что говоришь? Доброго вечера, господин Демир. Ты хочешь уйти домой, не так ли? Нет. Мне нравится. Я побольше узнала тебя. Но я все время спрашивала, не дала тебе возможности. Я тебе немного надоела, наверное. Нет, мне не надоело. Просто... Ты тоже, как Демир, хочешь держать дистанцию между сотрудниками. Конечно же. Ты следишь за финансами производства. Демир тебя предупредил, конечно же. Политика компании и так далее. Что-то в этом роде. Но сейчас мы не на работе. Можешь спросить у меня все, что хочешь. Не волнуйся, никому не скажу. На самом деле, мне нельзя об этом спрашивать. Но как у вас все началось с Демиром? Он как только пришел на фирму, установил любовный запрет. Знаешь, это очень смешная история. На самом деле, вначале мы с Демиром друг другу совсем не нравились. По ошибке мы купили один и тот же дом, когда он приехал. Мы пытались друг друга выгнать из дома. Ты уйдешь, я останусь. Но потом с нами так много всего произошло. Оглянулись и поняли, что влюблены друг в друга. У вас и правда очень красивый дом. Не знаю, принадлежать к какому-то месту. Раньше я на такое не обращала внимания. Но походу, когда человек становится старше, то ему хочется. А ты не хотела остаться тут? Расположиться тут? Построить стабильную жизнь? Хотела, но не смогла. У меня нет этого чувства. Господи, кто такое сказал? Забей на них. Человек всегда может измениться. Его желания, мысли... Жизнь слишком длинная, чтобы оставаться таким же.
Парень, не вешай нос. Эйлюль сказала же, что ничего не расскажет. Бурак, или как его там, он тоже ничего не скажет. Да, Бурак не осмелится до такой степени. А Эйлюль сказала, что не расскажет. Она даже сказала, что ты тоже не рассказывай, но... Парень, эта девушка и правда очень сожалеет о том, что расстроила тебя. Не думаю, что она снова совершит ту же ошибку. Я боюсь не того, что она скажет Селин. Ну и что тогда? Хорошо, в этот вечер ты не смог поговорить. Она завтра придет, ты поговоришь с ней. Это не одно и то же, видат. А вот увидишь, Селин и Эйлюль этой ночью станут подругами. Из-за меня. И если бы я сначала рассказал, то она по-другому к ней относилась бы, не приняла бы. Откуда ты знаешь, парень? За одну ночь разве можно друзьями стать? Эйлюль и так отстраненный человек, а Селин нет. Ей нет дела до дистанции. Как будто не знаешь. Я смог держать ее на расстоянии? Нет. Ты смог? За секунду со всеми становится искренней. Сколько раз говорил ей, чтобы не делала так. Предупредил бы Эйлюль. Сказал бы, держись подальше от Селин. Я и так предупредил. А сейчас они заперты на ночь там. Нет, и пойти к ним не могу. Руки связаны, сижу так. После этого, что будет, если я скажу Селин, что у нас и Эйлюль есть прошлое? Демир, не накручивай себя. Хорошо, ладно. Когда она узнает, она, конечно, разозлится. Но все-таки она сама приехала. Ты объяснишь, и все. И она сама поймет, что между вами ничего нет. Не знаю, видать. Совсем уже в тупике. Селин, ответь, парень, ответь. Что произошло, то произошло. Не заставляй девушку ждать. Гнездо орла. Гнездо орла. Ты там? Я властитель морей. Хулиганка. Я здесь властитель морей. Даже вида здесь. Вечеринка без меня? Нельзя дома оставлять ни на минуту. Как для тебя, так и для меня это стало сюрпризом. Пришел, потому что плов есть, в итоге пьем кофе. Демир, тогда приготовь и дату что-нибудь нормальное. В холодильнике есть барабуля, а в морозилке должны быть фрикадельки. Он шутит, Селин, шутит. Ну и пусть ты все-таки сделай. Я еще бирюки принесла. Я поел, приехал, Селин, большое спасибо. Ты там как? В порядке, в порядке. Здесь очень хорошо. Селин, я поднимусь наверх, подожди минуту. До встречи, видат. До встречи. Как ты? Все в порядке? В порядке, не волнуйся. Мой телефон был на зарядке. Только что увидела твой звонок, извини. Пусть, ты же позвонила. Я ждал твоего звонка. Хорошо, что ты Видата позвал. Не будешь всю ночь думать обо мне и беспокоиться. Я всегда о тебе думаю, Селин. Будь со мной Видат или кто-то другой. Дома, в машине, на совещании, на работе. Повсюду ты. Вот так вот. Показать тебе кое-что, Демир. Показать? Покажи. Посмотри, что я надела. Тебе очень идет. Не ври. Нам с госпожой Эйлюль выдали такие сатиновые пижамы. Умерли от смеха. Когда ты позвонила, ты, наверное, была с ней? Да, пошла, что пожелать спокойной ночи. Потом слово за слово. Там буря прошла? Нет, все еще продолжается. Поэтому не смей приезжать. Сидите с Видатом, смотрите ужастики. Сейчас самое время. Ужастик, говоришь. Хорошо, я тогда так объясню. Ты осталась одна на острове. На улице буря. Лодки не работают. Небо рассекают молнии. Ты приютилась в особняке человека, с которым познакомилась сегодня. И сейчас ты надеваешь ночнушку чужого человека. По-моему, ты сейчас находишься внутри ужастика. Поэтому ты рассказывай, я послушаю. Все равно это создаст те же самые эмоции. Демир, как тебе не стыдно? Почему пугаешь ночью? Теперь не засну из-за тебя. Я тебе сказал, закончу совещанием и езжай домой. Ради бога, Демир. Я тут тебе клиента беру, ты вот так благодаришь. А этот особняк старый еще. При дуновении ветра качается. Заскрипит. Электричество выключится. С потолка будут доноситься жуткие звуки.
Димир, не делай так. Я из-за тебя кошмары видеть буду. Шаги, доносящиеся с коридора, становятся перед твоей комнатой. Потом ключ медленно повернется. Димир, ты очень плохой. Но я тебе покажу, когда домой приеду. Бойся меня, Димир Эрендиль. Я буду твоим кошмаром тогда, когда ты не будешь этого ожидать. Ты приезжай и становись чем хочешь. Когда тебя нет, все голоса затихают. Этот дом становится одиноким, без никого. Димир, а где Сакис? Не волнуйся, любимая, не волнуйся. Я оставил их в безопасном месте. Все равно, когда говорим «дом», их имена пишутся первее, чем мое. Им не нужно было уделить им нужное внимание. Я же не мог их оставить под дождем. Ради бога. Ты все время будешь напоминать мне об этом. Когда будет возможность. Хорошо, давай. Видат один остался там. И не думай обо мне. Нет. Думай. Но не переживай, хорошо? Хорошо, ладно. А взамен? А я о тебе буду думать. А как, например? Димир, давай, иди уже. Хорошо. Спокойной ночи, любимая. Спокойной ночи, мой Димир. И ты хороша? Ну и как ситуация? Конечно же, случилось то, чего я боялся. Она подружилась с девушкой. Подружилась. Что нам теперь сделать? Во всем есть благо, парень. В конце концов, Селин тебя любит. Вы решите как-нибудь. Надеюсь. Не накручивай. Я побежал. Хорошо, увидимся. Алло, Бурак? Что-то случилось? Все в порядке? Бурак. Эта девушка очень милая. Да, она такая. У нее такая энергия, которая хорошо влияет на человека. Успокаивает. Я понимаю Димира. Я тоже понимаю Димира. Я знаю, что Селин тебя тоже привлекает. Я говорю не о Селин. Не мучай себя, ладно? Постараюсь. Старайся ни о чем не думать в эту ночь. Ложись, отдыхай. Спокойной ночи. И тебе. Эти наушники оттуда? Проблема большая, походу. Бусинка моя, ты в порядке? Ты как будто расстроенная. Айда, ты тоже разок стукни, очень хорошо потом становится. Ты поговорила с Барой? Ага.
И что он сказал, что довел тебя до такого? А что не так с моим состоянием? Мне очень хорошо. Я отказываюсь быть в плохом состоянии, Айда, понятно? Мне не будет плохо, я не буду расстраиваться, плакать. Я больше не хочу, чтобы у меня было плохое настроение. Хорошо, хорошо? Хорошо, душа моя. Давай пойдем поговорим немного. Расскажешь, что сегодня случилось. Айда, я пойду, вы спокойно поговорите. Нет, Ибо, не уходи никуда. А я все равно лягу. Говорить не хочется. Вы посидите, развлекайтесь. Наслаждайтесь этими прекрасными днями, хорошо? Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Душа моя. Напряжение между ней и Бару еще больше потрепало и нервы. Да. Сохранять дистанцию не очень хорошая мысль. Нужно ценить эту близость, не так ли? Я все еще зла на тебя, Ибо. Хорошо, ты можешь на меня злиться, но не отдаляйся. Тогда как ты поймешь, что я зла? Ну, ты же говоришь. Боже, Ибо. Что случилось? Больно, извини. Извини. Хорошо, неважно. Ты говоришь, что не упал с мотоцикла. Что случилось, не расскажешь? В драку ввязался. Что? Это шутка, да? Это ссора с кулаками. Да, но было без экшена, быстро закончилось. Не могу поверить, Ибо. А губам больно? Хорошо, тогда ладно. На самом деле больно, очень больно. Очень болит. Демир! Демир? Селин? 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 Ты уверен, что не хочешь пойти со мной? Но раньше ты говорил, что пойдешь. Что-то произошло? Селин? Есть что-то, что ты не можешь мне сказать? Демир, ты не расскажешь мне? Я тебя люблю, Демир. Прощай. Селин? Селин. Она вернется, да?
Демир! Селин, ты в порядке? Я во сне тебя увидела. А я тебя. Что ты видел? А ты что видела? В моем сне ты спал в своей комнате. И бредил. Ты был весь в поту. Видимо, тебе снился кошмар. Демир, я пыталась разбудить тебя, но ты не проснулся. Я сильно испугалась из-за того, что не могла тебя разбудить. Разбудила. Хорошо, что ты есть, Селин. Что тебе приснилось? Забудь. Что-то глупое. То, чему я никогда не позволю случиться. Демир, я в порядке. В порядке, не переживай. Будь в порядке. Не думай о плохом. Давай спать. Чтоб как можно скорее наступило утро. Спокойной ночи, любимая. Спокойной ночи, любимый. Слушаю. Вы кого-то ищете? Доброе утро. Доброе утро. Это усадьба госпожи Тюркян, да? Да. Вчера вечером одна моя подруга не смогла вернуться, переночевала здесь. Я звонил ей, но она не ответила. Думаю, она еще не проснулась. Видно, что ваша подруга очень важна для вас. Поскольку вы здесь, хотя солнце только взошло. Да, она важна. Но неправильно сделал, что пришел так рано. Я немного погуляю, еще раз вернусь сюда. Госпожа Тюркян, мне приготовить завтрак? Приготовьте. Хорошо, госпожа. Я Тюркян, очень приятно. А я Демир Эрендиль. Господин Демир, я с нетерпением ждала знакомства с вами. Прошу, проходите в сад. Мерве? Не пугайся. Не пугайся, это я. Ты в порядке? В порядке? В порядке, просто задумалась. Вот и вздрогнула. Что ты здесь делаешь? Айда вчера пришла, и мы не закончили с этими цветами. И я решила закончить, но из-за дождя земля превратилась в слякоть. А потом увидела эти саженцы, решила посадить их. Но получилось ли? То есть кажется, что плохо получилось. А если так, то я сделаю заново. Мерве, хорошо сделала все. Идем со мной, оставь их. Ты со скольки тут? Когда я пришла, восходило солнце. Солнце восходило, когда ты пришла. А ты позавтракала? Нет. Я лучше уже пойду.
Да, пойду. Я вас беспокою, да? Я лучше уйду из всех мест, и пусть все уйдут от меня. Я поняла. Хорошо, я пойду. Хорошо. Раз хочешь уходить, то сделаем так. Выйди через оранжерею, поверни направо, а потом иди до конца улицы. Я сама пойду, дорогой, сяду на такси. Нет, нельзя на такси. Ты поверни направо, иди до конца улицы, хорошо? Дошла? Да это недалеко. Когда закончится улица, прямо напротив будет стоять наш Мехмед. Мехмед. У него отличные семиты. Принеси семиты, я заварю чай. Семит? Конечно, семит. Не нужно, ничего не бери. Скажи Мехмету, что тебя отправил брат Ведат. Пусть даст тебе 3 самых лучших семита. Давай. За эти семиты дерутся, а потом ничего не останется. Давай. Хорошо. Господин Демир, которая? Что значит «которая»? Ваша подруга? Та, которая выглядит сильной, но расстроенная, или та, что сильная, но выглядит расстроенной? Надеюсь, она не такая расстроенная, как выглядит. Госпожа Селин. Я знаю, что она сильная, но все равно нужно не переходить границы. Разве не так? Женщины еще сильнее в некоторых случаях, чем вы думаете. Особенно, когда влюбляются. В такие моменты мы можем даже сдвинуть Землю из ее орбиты. Она точно сдвинула мою орбиту. Доброе утро. Доброе утро, госпожа Селин. Вы проходите, я проверю кухню и приду. Ты всего одну ночь провела вдали от меня. И было так, словно все стены дома упадут на меня. Ты так сильно скучал по мне. Демир, что мы будем делать? Мы даже один день не можем провести в разлуке. Все просто. Не будем разлучаться даже на один день. Не будем. Никогда. Хорошо, что мы все купили. Смотри, какое свежее. Приготовишь пирог? Приготовлю, но я думаю оставить часть для крема. Что скажешь? Задняя дверь плохо закрывалась. Посмотри. Я проверю. Посмотришь, оставь хотя бы эти пакеты. Подожди. Что случилось, сестра? Что случилось? Видишь, повсюду вода. Течет с крыши, смотри, все еще течет. Посмотри. И что мы теперь будем делать? Клиенты придут через пару часов. Я лучше позвоню Айде. Забудь ты про Айду, позвони мастеру Мухарему, давай. Ты права, мастер Мухарем. Боже мой. Ну, давай, позвоним. Завтрак готов. Большое спасибо. Можно мы пойдем, с вашего позволения? Потому что нам нужно вернуться в компанию. Вы же знаете, работа. Конечно, позволение ваше. Как хотите. Госпожа Тюркян, если у вас есть время, обсудим детали. Конечно. Вы поезжайте в офис, а я приеду в обед. Спасибо. До встречи. До встречи. Прошу, пожалуйста, прошу. Присаживайтесь. Хорошо, это не такой уж полноценный завтрак, признаю. Но не нужно кушать только семит. Я говорю, добавь что-нибудь к семиту. Если тебе не понравилось, то это другое дело. Нет, не поэтому. Я не знаю, что делаю, что ем. Извини. Нет, ничего страшного. То есть со столом никаких проблем? Нет, очень вкусно. Здоровья твоим рукам. Приятного аппетита. Если есть какая-то проблема,
То есть, если есть проблема, например, там стоит мед. Одна муха взяла и упала в него. В таком случае нужно полностью выбросить мед или вытащить и выбросить муху. Я думаю, нужно хорошенько подумать. Может, не будем говорить про муху? Пусть это будет пчела. Потому что мне стало плохо от слова «муха». Хорошо, пусть будет пчела. Разве я буду обижать тебя? Пусть будет бабочка. Но если упадет бабочка, то ее будет жалко. Поэтому, когда я пойму, что бабочка упадет, закрою мед. Очень хорошо сделаешь. Господин Демир, кажется, все рассказал. То есть про то, что я злилась в компании. И вроде ты знаешь о проблемах в моем браке. Нет, я особо ничего не знаю. Просто раз ты пришла в такое время, в такую погоду в оранжерею, значит, тебя что-то расстроило. Да, расстроило. Правда, извини, я пришла сюда без предупреждения. Не знаю, без разрешения пересадила саженцы. Я оказала доброе дело господину Демиру. Я осталась с тобой и беспокою тебя. Я и так в последнее время остаюсь со всеми. Кто со мной здоровается, больше мне не должен. Сказать тебе кое-что, ты еще мало делаешь. Правда, приходи, когда вздумается. Я вижу, что у тебя сильное напряжение. Нужно сбросить его на землю. Спасибо, Видат. Господин. Господин? Откуда взялся господин? Видата достаточно. Еще чай? Нет, я пойду в компанию. Спасибо за завтрак. К тому же спасибо, что терпел меня. Ты еще в самом начале решения проблем. Я каждый день вожусь тут с Демиром, а он уже на продвинутом уровне. Вот так, как хорошо. Давай пойдем, найдем тебе такси. Вчера вечером ты не сказал, что тебе приснилось. Я увидел, как ты ушла. Куда? Не знаю. Ты взяла чемодан и ушла. Очень страшное чувство, да? Ты увидел во сне. Только представь. А я видела, как ты уходил из дома с сумкой в руке. Ты не спала? Я смотрела из окна, когда ты уходил. Это ужасное чувство. Извини. Да, но почему тебе приснился такой сон? Почему ты такой встревоженный? Когда я вернулся в Стамбул, то стоял так на холме. Сделал глубокий вздох и сказал: «Рад видеть Стамбул». Еще не знал про сюрпризы, которые он мне устроил в честь приезда. А потом ты пришел домой и получил по голове. Именно так и было. Времена, когда мы хотели прогнать друг друга из дома. Как-то вечером ты... Если скажешь, что ты специально это сделал? Нет, я не знал. Весь вечер проспала, обняв. А когда мы обнаружили утром, сильно разозлились друг на друга. Это очень смешные моменты. Но ты так рассказываешь, и твое лицо становится... Не лицо? Все было очень странно. Замечательно. Слишком нереально. И в то же время это было очень реально. Демир, что с тобой? Ты самое лучшее, что случилось со мной за последнее время. Более того, самое лучшее, что случилось со мной за всю мою жизнь. И я не привык к этому. То есть, в моей жизни всегда что-то идет не так.
Поэтому я стараюсь не привыкать. А когда привыкаешь... Почему ты любишь меня? Что за вопрос, Демир? Ты не видишь, какой ты человек? Какой человек? Демир, знаю то, что ты сейчас проживаешь, чувства, которые испытываешь. Ты провел в том доме всего одну ночь без меня. А я провела 2 дня. Целых 2 дня. Я чуть было не потеряла рассудок. Знаешь, что сделаем? Давай продадим дом и купим департамент. Пойдем под арест, закроем двери. Нет, не будем этого делать. Там было немного жарко, если ты помнишь. И правда, в ту ночь было очень жарко. Можешь пообещать мне кое-что? Если однажды ты сильно разозлишься на меня, или я обижу тебя, не забывай об одном, хорошо? Я никогда никого не любил в своей жизни так, как люблю тебя. Я очень сильно люблю тебя, Демир Эрендиль. Не оставлю тебя и никуда не уйду. Обещаю. Доброе утро. Доброе утро. Дождь прекратился, да. Ибо хорошо, что ты не ушел ночью. Я бы переживала за тебя на мотоцикле по мокрой дороге. Единственное, я предусмотрел шины под это. Но ты все равно права. Хорошо, что остался. Хорошо. Тогда я разбужу Мерве, вместе позавтракаем, да? Мне нужно срочно выходить, поеду в клинику. К тому же Мерве вышла. Я слышал стук двери. Когда? На восходе солнца. И вечером не захотела поговорить. Эта девочка сильно закрылась в себе. Я не хочу на нее давить, чтобы она сама раскрылась, но, по-моему, ты делаешь правильно. Оставь, пусть сами разберутся. Ты будь рядом с Мерве, этого хватит. Хорошо. Кстати, сегодня Егид придет. Поскорее познакомимся. Ибо ты все еще там? Не я там единственная, ты там. Извини, я могу увидеться с Муге, ты не можешь. Я на обеде выпускников у любимой, или в день плова, когда встречусь с Егитом. Споткнется он или запутается. Не смогу думать об этом. Ты дала мне эту мысль, ты заберешь. Но никаких «но». Я должен увидеть, что книга с Егитом не осталась открытой. Ибо, ты мне не веришь? Я тебя люблю. Увидимся. Он сказал, что любит. Он серьезно это сказал? Очень красиво, не так ли?
Кстати, какова загруженность работы с вашей стороны? Загружена, но не настолько, чтобы не справиться. Что случилось? Может, мы с тобой немного отдалимся отсюда? Если украду тебя на 2 дня в одно место. Куда? Имеет значение, госпожа Селин? Нет такого, что пойду с тобой куда угодно. Нет, я так сказала, чтобы выиграть время и не уйти от сердечного приступа. Мы в одном доме живем и так, Селин. А почему ты так внезапно разволновалась? Откуда мне знать, так получилось. Останемся наедине. Поговорим. О том, что ты хочешь мне рассказать. И я хочу тебе рассказать. Что скажешь? Так много того, что я хочу тебе рассказать. Хорошо, но смотри, начиная с того, когда была маленькая и упала на землю и разбила коленку, и вплоть до того, что вместе с соседским сыном Альпереном забрались на крышу, сказав, если прыгну отсюда, поймаешь ли меня. Я знаю этого Альперена. Откуда знаешь? Ты рассказывала? Не тот ли Питер Пен, с которым вместе не смогли взлететь? Конечно, ты была под влиянием эмоций. Это нормально, что не помнишь. Он совсем не Питер Пен, трусишка. Есть один Питер Пен. Так, значит, ну хорошо. И еще. Очень стесняюсь, но это... Однажды у меня завелись вши. Поверю, Селин. Ты постоянно кушаешь с рук. Наверное, тронула волосы, нормально это бывает. Если ты будешь издеваться, то не поедем никуда, не будем говорить. Нет-нет, поедем. Поедем. Поговорим. И о радостных моментах, и о грустных. Обо всем поговорим. Хорошо. Доброе утро, моя бусинка. Доброе утро, змея. Тебе солнце не светило, что за лицо? Не могла уснуть из-за этого. Есть же этот Бара. Все из-за него. Побледнело лицо моей бусинки. Но ты совсем не волнуйся. Только я встречу его, потяну за уши. К сожалению, не сможешь потянуть. Он не вернется обратно. Он полностью закрыл книгу Стамбула. Что это значит? А ты что будешь делать? Мой ягненок. Ты не расстраивайся. Давай ты проходи, я сделаю нам такой хороший кофе. Потом сядем, долго-долго побеседуем, да? Может, не сегодня, а змея? Я и так не хочу ни о чем думать, с трудом дотянула до утра. Я сяду, буду работать, и пусть никто ничего у меня не спрашивает. Ты не переживай, никто не сможет у тебя ничего спросить. Я никому здесь не позволю. Но если ты захочешь поговорить, я тебя выслушаю. Спасибо, змея. Давай теперь проходи за свой стол. Я сейчас же принесу тебе твой кофе, потом посмотрим. Господин Мухарем, что случилось? Это с крыши течет. Да, стоки на крыше забились. Из-за сильного дождя со всех сторон протек. Но так ведь не пойдет. И кухня в таком же состоянии. И что теперь, как китайская пытка? Дождь будет капать на голову? Так ведь невозможно работать. Госпожа, я разве позволю быть такому? Я сам займусь этим. Вы абсолютно не переживайте. Долгих лет жизни вам. Госпожа Лейла, может, поужинаем завтра вечером? Вы составите мне компанию? Только вдвоем? Да, только вдвоем. Придет, завтра нет работы. Хорошо, тогда завтра вечером увидимся. Легкой работы вам. Спасибо. Большое спасибо, господин Мухарем. Большое спасибо. Фирузе, почему ты вместо меня соглашаешься на свидание? Может, я искала подходящий ответ, чтобы не пойти? Почему ты избегаешь этого человека? Все говорят, что хороший человек. Это так? Ну, сходите на ужин. Если не понравится, тогда вместе дадим подходящий ответ. Ты так говоришь? Да, говорю. Если не понравится, придешь, скажешь мне. Я твой справочник. Не стой, так у нас много работы. Давай.
О, Господи. Слушаю. Алло, папочка, как ты, хорошо? Хорошо, душа моя, хорошо, ты как? Поужинаем вместе. Эй, Люль, я в Тоскане. Я говорил тебе, что хочу отдохнуть пару недель. Я не думала, что ты так быстро улетишь на отдых. Подумала, что побудем немного вместе. Что случилось? Какие-то проблемы? Твой голос кажется странным. Нет, никаких проблем нет. Просто... Дома так тихо. Думала, что вечером останусь у тебя. Но ты не обращай внимания, не думай об этом. Наслаждайся отдыхом. Ты это заслужил. У тебя испорчено настроение. Все отлично, честно. Я просто, не успев приехать, сразу принялась за работу, чтобы не было так, будто я не провожу с тобой время. Хорошо? Хорошего отдыха тебе, целую. Хорошо, ладно, поговорим еще. Целую тебя. И я, пока. Не глупее, Люль. Ты и так столько лет одна. Не открою. Не хочу никого. Не открою. Ты в порядке? Все. Все. Сладкая, я вижу, что ты не поработала. Образцы этих тканей попросил клиент, говорю тебе. Хорошо, я сегодня отправлю их клиенту. Спасибо, Аслы, пожалуйста, постарайся. Извини. Доброе утро, господин Демир. Доброе утро. Селин, хорошо, что ты пришла. Состояние МРВ очень плохое, она вышла на террасу. Если хочешь, иди посмотри. Хорошо, хорошо, посмотрю. Что-нибудь сказала МРВ? Нет, совсем не разговаривает. Она и так полностью закрылась в себе. Ночью разрезала наушники Бары. А утром рано вышла и ушла. Тогда мы пойдем посмотрим. Хорошо, вы идите.
Я правда уже не знаю, что делать. Уладим, не переживай, пройдет. Бусинка моя. Доброе утро. Доброе утро, девочки. Вы тоже вышли попить кофе? А где ваш кофе? Мерве, ты в порядке? Да, почему нет? А змея сказала, что ты обеспокоена. Куда ты пошла рано утром? Вчера остались незаконченные дела? Доделала их? А наушники Бары? А, да. Я разозлилась на Бару и выместила злость на наушниках. Ладно, девочки, ничего нет? Я в порядке, не переживайте. Давайте, рассказывайте, что у вас на повестке дня. Сменим тему. Ну, давайте, девочки, рассказывайте, что у вас сегодня, давайте. Хорошо, тогда я начинаю. Девочки, у нас очень серьезная проблема. Что случилось? Селин, произошли очень неприятные события. Что за неприятности? Неприятности с работы или с Хэппи Пай? Постой, рассказывай. Ибо. Он сказал, что любит меня. Хорошо, что я пораньше вышла из дома. В конце концов сказал. Разве это проблема? Проблема не в этом. Проблема в том, что он хочет познакомиться с моим бывшим парнем. Что я буду делать? Как так? Почему? Ну, он сказал, что любит меня. Но я совсем не так представляла первое признание в любви. Ай, да. Что мне делать? Разве кто-нибудь сразу после признания в любви говорит, что хочет познакомиться с бывшим? Мне удивляться, радоваться или расстроиться? Все мои чувства смешались. Дорогие подруги, прошу, найдите выход. Что я буду делать? А с кем ты была последний раз? Да? Это тот, что в очках. Егит. Егита так не познакомишь. Почему это? По-моему, вполне милый парень. Именно так. IQ тоже выше 150. Что я сейчас скажу? Я столько лет его не видела. Давай я познакомлю тебя с новым парнем. Правда, очень странно. Это твой бот, такой тип. Айда, знаешь, что сделаешь? Позови его, пусть поиграет у нарды с Ибо. Если бы бывшая Ибо не была красивой, я бы тоже не позволила им быть друзьями. Что мы докажем, познакомив Ибо с Егитом? А почему он хочет познакомиться? Хочет посмотреть, дрожу ли я при виде Егита. Еще и дрожит. Смейтесь, конечно. Я ведь как бомба упала на повестке дня. Я разговаривал с госпожой Тюркян. Она впечатлена Селиной тобой. Сказала, что сильно полюбила вас обеих. И с нетерпением ждет работы с нами. И рада была, что познакомилась с Демиром. Знаю, приходила утром. Я предполагал, что ты будешь в таком состоянии. Я пришел сюда из-за Демира. Вечером с его любимой были друзьями, а утром, видя их вместе... Для тебя тяжело? Нет, правда, не из-за этого. Демир счастлив. И я рада за него. Я всего лишь... Я всего лишь немного почувствовала себя одинокой. Ты не обязана так себя чувствовать. Мы оба не обязаны.
Я иду на фирму. Увидимся. Я расскажу вам такую новость. Мы вчера ночью застряли на острове. С госпожой Илюль. Как так? Мы поехали на остров на собрание, потом внезапно испортилась погода, и поэтому мы застряли там, не смогли вернуться. А потом, как девочки, на всю ночь устроили пижаму-вечеринку. Госпожа Илюль очень милая. И что рассказала? Есть ли у нее любовные темы? Есть, конечно, разве нет? Но не могу рассказать. Но Димир приехал меня забрать, как начало светать. Очень романтично. Я не поняла, как наш старый начальник так влюбился. Легенда. И я не поняла, правда. И хочет меня похитить на 2 дня. Куда? На любовный отдых наедине. Селин очень классно. Девочки, у нас всех классная повестка дня, да? А я поговорила с Барой. Он говорит с адвокатом для развода. Мерве, когда ты об этом узнала? Девочки, не портите настроение, хорошо? Я и так тяжело привела себя в порядок. Не пойдет тогда? Не смогу так справиться. Потому что это не то, что можно пережить, просто смеясь. Нет, я не смогу это пережить настолько просто. Проходи. Я принесла ваш кофе, господин Димир. Благодарю, госпожа Змея. Господин Димир. Слушай, госпожа Змея. На самом деле есть вопрос, о котором я бы хотела с вами поговорить. Прошу. В первую очередь, мне не хотелось бы быть неправильно понятой, но, как все мы знаем, ваш приход сюда был достаточно напряженным. Но после мы действительно очень привязались к вам. В частности, я. Лично я очень люблю вас, господин Димир. Действительно, очень люблю. Я знаю обо всем, что вы сделали. Все эти операции, клиенты, мафиози. И ваша самая последняя работа – отправление Селин цветов, подарков и воображение воображаемого поклонника. Да. Я именно к этому вопросу и собиралась перейти. Но перед тем, как попросить прощения, я хотела сказать, как сильно люблю вас. Почему? Потому что если бы сказала после, вы могли бы подумать, что я сделала это ради получения прощения. Клянусь богом, мы больше не будем так делать, господин Димир. Смотрите, как о змее, я даю вам гарантию на это. И хочу подчеркнуть это. Я люблю вас вне зависимости от всего, что натворила. Хорошо. Спасибо. Смотрите, я всегда была на вашей стороне. Почему? Потому что хочу, чтобы любовь одержала победу. Именно поэтому я очень люблю вас. И мою Селин тоже очень люблю. И в особенности еще больше люблю, когда вы находитесь рядом. Я люблю любовь, господин Димир. Понимаю. Благодарю. Спасибо вам. Вы бы хотели что-то к вашему кофе? Воды можно было бы. Я вас очень люблю. И сейчас же принесу.
Мне стало легче. Что это такое? Настоящий экземпляр. Девочки, да хватит уже. Если хочет развестись, разведемся. Что поделать? То есть мы же не будем первой парой, которая разводится, не так ли? Мерве, вместо того, чтобы нам тебя поддерживать, ты нам оказываешь поддержку. Бусинка, вы сейчас разводитесь. То есть это точно. На самом деле, может, вам стоит встретиться, поговорить? То есть это происходит потому, что вы далеко друг от друга? Это же не моя идея, Селин. То есть сюда не возвращается Бара. И вопрос с разводом открыл Бара. Честное слово, я не смогу переселиться ни в какую Анталию, чтобы мой брак продолжился. Все мои узы с жизнью здесь навсегда будут разорваны. То есть я буду лишь женой Бары. Я буду видеть такое отношение. Ну да, есть люди, которые будут этому очень рады. Но я не смогу. Мерве, я очень расстроилась. Бусинка. Но ты будь спокойна, договорились. Люди не разводятся только потому, что один раз зашел разговор о разводе. Не сжигай мосты так быстро. Нет, не буду. То есть я буду просто ждать. Посмотрим. Но я приняла решение. Какое? Я не хочу, чтобы кто-либо расстраивался и жалел меня. Я с гордо поднятой головой переживу этот период. И вы не будете позволять мне раскисать. Если я буду реветь, ведите себя нормально. Если будем гулять, то будем гулять. Если нужно работать, будем работать. Если будем смеяться, будем радоваться, хорошо? Мерве, ты уверена, это тебе пойдет на пользу? Честно говоря, я совсем не уверена, Селин. То есть это впервые со мной приключается. Будем пробовать узнавать, что будет приходиться хорошо, а что плохо. Душа моя, мы всегда рядом с тобой, хорошо? Не беспокойся, мы вместе переживем. Все пройдет. Хорошо. Мои дорогие подруги, я ведь не смогу расстаться с вами. И не расставайся. Бусинка, не уйду. Где ты был? Что-то случилось, Фирух? Да, то есть для того, чтобы просто поздороваться, нужна причина, да? Очень хорошо, браво. Фирух, ты не здоровался со мной. Ты спросил, где я был. Смотри, Бурак, ты не можешь меня использовать и бросить в угол. Ты впутал меня во все эти свои грязные дела, теперь даже в лицо не смотришь. Доброе утро, Бурак. Доброе утро. Селин, дорогая, поздравляю. Ты вчера создала шедевры с Эйлюль. Ну так, сделали все, что было в наших силах. В отсутствии боссов. Супер. Только дела госпожи Тюркан, кажется, достаточно нагруженными. Может, закончим наши дела, пока не начались эти? Те, которые хотели распечатать свадебные фотографии на фаянсах? И фантастический мезонин госпожи Дерим? Именно. Хорошо, в таком случае, вам легкой работы. Я вернусь на свою фирму. Они хотят распечатать свадебные фотографии на фаянсах, да? Наверняка они очень счастливы. Пусть Господь не разлучает. В таком случае мне поговори с клиентом и уточни дату доставки, да? Нет, Мерве. Дорогая, ты забудь об этом клиенте. Ты привыкла контролировать госпожу Дерим. Поговори с ней. С другим я поговорю. Другой? Супружеская пара. Другая супружеская пара. Счастливая супружеская пара. Женатая другая пара. Видат, я завтра хочу отвезти Селин в какое-нибудь место. Куда-нибудь далеко. Что случилось? Или она узнала? Да нет. Но это хуже. Именно так, как я и предполагал. Они всю ночь сидели и разговаривали. То есть Селин и Эйлюль стали подругами, да? И ты сейчас, пока они еще больше не сблизились, хочешь забрать Селин и немного отдалить ее от этой обстановки. Эта ситуация слишком затянулась. Я расскажу обо всем.
Немного останемся вдали. Хочу, чтобы вокруг нас никого не было. Хорошо, а куда вы поедете? Ты вообще смотрел, в каком состоянии находится старый горный домик моего отца? Сынок, твой отец годами ранее хотел продать это место. И я... даже не знаю. И это место продал, то есть. Ладно. Хорошо, спасибо. Да, продал. Мне. Ты купил это место. Но почему не говорил? Откуда мне знать? Наверное, не попадалась возможность. Только, Демир, когда я только купил, немного привел там все в порядок, но долгое время туда не ездил. Я совсем не знаю, в каком он состоянии. Нет проблем. Мне нужно провести этот разговор там. Вдали отсюда, ближе к моему детству. Вечером приду, заберу у тебя ключи. Да нет необходимости, сегодня заскочу в офис. У меня и так поблизости дела. Хорошо, ладно. До встречи. Давай, до встречи. Бурак, а если свободен, можем поговорить пару минут? Хорошо? Проходи. В вашей стороне присутствует интенсивная работа, я это понимаю. Ты предложишь свою помощь. Ты можешь дать Селин отгул на 2 дня, Бурак. Насколько понимаю, 2 дня и тебя не будет. Ты уверен, что хочешь сделать это сейчас? Сейчас. Именно тогда, когда получил очень важного клиента. Да еще и Эйлюль перетянула другого клиента на вашу сторону. Так еще и над нами есть беда с компенсацией. И эти дела нам сейчас нужны значительно больше, нежели в обычное время. Ты можешь дать Селин 2 дня отгула. Понятно, что не решив это, мы не сможем решить ничего. Хорошо? Она свободна завтра и послезавтра. Это ваше. Благодарю, всегда рада. Я отправила тебе желание, госпожа Дерим. Хорошо, бусинка, спасибо. Ну давайте, трудолюбивые пчелки, на обеденный перерыв. Ну давайте в таком случае все вместе в Хэппи Пай пойдем, да? Бурак, господин Фирух, давайте все вместе. Давайте сходим, честное слово. Давай, Селин. Минутку. Проходи. Ты не проголодался? Есть дела, которые мне нужно успеть к завтрашнему дню. В таком случае я иду на обед с девочками. Девочки? Мерве, Айда, Змея. Госпожа Эйлюль еще не пришла. Наверное, ее совещание с госпожой Тюркян продлилось долго. Я хотела позвонить ей, но, увидев тебя, забыла. Может, позвонить? В чем необходимость подобного звонка? Она и так придет, когда закончит работу, хорошо? Я оставлю тебя в покое, можешь работать. Куда ты идешь, Селин? Я же сказала, что иду на обед. Но ты не можешь выйти из моего кабинета, не поцеловав меня. Госпожа Эйлюль, не заходите внутрь. Мы все вместе идем в Хэппи Пай. Давайте и выйдите с нами. Большое спасибо, но я только сейчас могла прийти на работу. Нужно немного поработать. Госпожа Эйлюль, пожалуйста, идите с нами. Расскажем нашим, между тем, немного о госпоже Тюркян. Я думала, что мы все вместе устроим совещание, но господина Демира сейчас нет. А ему позже расскажем. Давай, ты идешь. Как мы едем? Бурак, дорогой, ты наверняка поедешь с госпожой Эйлюль. Ну что делать нам? И ты иди, я бы сказал, но... Сейчас, когда есть девушки...
Нет-нет, мы поедем на такси, вы можете ехать. Именно, увидимся там. Я уже заказала такси. Ну, давай в таком случае, Фирух. Я там увидела какой-то потенциал. Послушай, я тоже счастлива поэтому. И такси подъехало. Давай, проходи вперед. Брат Видат? Парень, добро пожаловать. Благодарю. Ну что, как твое лицо? Как ты видишь? Но мне нужно срочно поговорить с тобой. Со мной? Срочно. Сынок, я обычный садовник. Какое очень важное дело у тебя может быть со мной? Что случилось? Тебе срочно понадобились цветы? Нет, брат, не такая тема. На самом деле собирался поговорить с Демиром, но я не захотел загружать его своими проблемами. Господи. И ты принял решение загрузить меня проблемами. Брат, ради бога, я и так не знаю, что делать. Ладно, давай идем, расскажешь, пока будем идти. Брат Видат ведь слушатель страданий, и тебя выслушает, прошу. Брат, я сейчас натворил кое-что. Ну, правильно сделал или же плохо, не совсем уверен. Что сделал, интересно? Я сказал, что хочу встретиться с бывшим парнем, с которым встречалась Айда. Она не согласилась, но я настоял. И она согласилась. Но вот только... Сынок, у тебя произошел взрыв самооценки, и ты попросил. И настоял даже. Но почему тогда после тебе становится страшно? Нет, интересно, откуда вообще подпитывается эта первоначальная уверенность в себе? Брат, постой же. Проблема не в мужчине. Я спросил, чтобы убедиться, забыла Айда этого человека или нет. Ну и? А что, если эта тетрадь еще не закрылась? Теперь в такой ситуации нужно посмотреть, сколько страниц в тетради каждого из вас. Айда будет находиться ближе к одному из вас. Понятно, что человек, которому она будет находиться ближе, это ты. Но, Ибо, дорогой, ты немного тугодум. Но, брат Видат, что, брат Видат? Сынок, на ровном месте ты всунул бывшего парня девушки в свои отношения. С какими мыслями вы живете, если бы я смог понять? Сынок, ты нашел очень сладкую, умную, красивую девушку. Люби же ее, сынок. Просто люби. Зачем ты все запутываешь? Нет, кто-то делает поводом дела своих родителей. Кто-то делает поводом бывшего возлюбленного. Третий вообще в испытаниях с бывшей невестой. Минутку. Проблема с бывшим возлюбленным у меня? Семейные проблемы у Бары? А у кого проблемы с бывшей невестой? У черта на куличках. Ибо не расстраивайте, сынок, этих девушек. Смотри, они словно львицы, стоят на своих ногах. Они умные, очень милые девушки. Либо любите как мужчины, либо не стойте как тень над их головами. Вместо того, чтобы возиться с бывшими возлюбленными, лучше подумай, чего от тебя ожидает Айда. Что такое? Вот так и будешь молчать. Давай в таком случае. Смотри на меня. Результаты мне сообщи. Мне очень интересно. Давай. Приятного аппетита. Благодарим, госпожа Фирузе. Между тем, заведение очень красивое, Айда. Благодарю, госпожа Илюль. Благодарю, госпожа Фирузе. Госпожа Илюль, какая-то проблема? Могу заменить, если трубочка лопнула. Нет, просто эти трубочки причиняют природе очень большой вред. И я всегда говорю Айде, но... Некоторые клиенты хотят. Вы же нашли другую альтернативу. Что с ней стало? Да, мы нашли органические палочки, но я между дел не успела сделать заказ. Айда, дорогая, я для тебя заказала. Но они прибудут только к концу недели. Пусть, спасибо большое, Селин, дорогая. По-моему, вам вообще не стоит возиться. То есть... И центр пустой. Отрезай, используй. Правда, хорошая идея. Минутку. Я могу посмотреть ваши макароны? Конечно. Держи, дорогая.
Могу взять, не так ли? Конечно, душа моя, конечно. Благодарю. Из них есть уже готовые. Если так сидите, будет болеть желудок. Вот перед вами экологичные трубочки. Еще чего? Это очень круто. Так это макароны. Как это совсем не пришло мне в голову? Кухня забита ими. Только нужно посмотреть на их работоспособность. Если не смогу выпить, это не пойдет дальше обычной декорации. Очень хорошо получается выпить. Пойдет? Да. Давайте в фирме будем это использовать. Я куплю целую пачку макарон, принесу. Значит, не так уже трудно было уменьшить число пластиковых выбросов. Очень жаль. Из желудков животных вытаскивают пластиковые отходы. Я видела это в одном заведении в Лондоне. Разве это не очень умно? Очень. Честное слово. Вы обе прекрасны. В таком случае будем делать так. Всем желающим будем давать трубочки в виде макарон, а тем, кто не хочет, трубочки, которые заказала Селин. Как же прекрасно, когда в окружении человека есть умные люди. Именно поэтому я стараюсь, чтобы Артемим не распался. Иначе как я еще могу работать с такими красивыми и настолько умными людьми? Господин Бурак, дорогой. Демир? Добро пожаловать. Благодарю. Никого нет внутри, все на обеде? Да, они вышли. Проходи, садись, приготовлю тебе кофе. Нет-нет, присаживайся, ради бога. С самого утра я изнутри, снаружи, весь в кофе и чае. Хорошо? Держи, прошу. На самом деле, я сегодня собирался сходить и посмотреть, в каком состоянии, но Ибо пришел в оранжерею и не смог выйти. Какой Ибо? Наш Ибо? Да? Ого, господин Видат. Смотрю, вы продолжили общение. Встреча без меня, еще что-то? Демир, что такое, ты приревновал? Честно, я не могу сконцентрироваться на тебе, Видат, сейчас. Давай хорошенько заставим эту рану кровоточить. Ты говоришь, Видат в любом случае поможет залечить? Нет-нет. Будет хорошо, если никто не будет залечивать. Пока эта рана хорошенько не покровоточит, гной из нее не выйдет, это ясно. Ты прав. На этот раз и я не скажу, не говори. Скажи. Поговорите, разбейте все вдребезги. После в любом случае ваши отношения будут крепче, чем сейчас. Не беспокойся. Демир, я подумал... Приход Эйлюль — это даже хорошо. В твоей жизни была незакрытая тетрадь. Смотри, какой хороший повод теперь появился, чтобы закрыть. Начни с Эйлюль, давай. Избавляться от кошмаров прошлого. И после... Не надо, пусть это подождет. Пусть подождет, Видат. Я не могу поверх этой ноши поставить еще семейные дела. Не ставь пока, пусть подождет. Если до сегодняшнего дня смогла подождать, пусть еще немного подождет. Эта сторона дела на мне в любом случае, ты совсем не беспокойся. Ты поговори с Селин. Открыто обо всем поговори. У каждого человека есть прошлое, сынок. Ты в свое время полюбил человека, был брошен. Она после начала сожалеть, вернулась, но слишком поздно. Почему? Потому что ты влюблен в другую. Селин не такая девушка, которая не поймет настолько банальную историю. Да и так эта часть истории не является сложной. Проблема в том, что она является девушкой, с которой Селин говорила всю вчерашнюю ночь. Поэтому ты сначала расскажи всю историю, пусть Селин переварит эту часть, после переходи к сегодняшнему дню. Я так и сделаю, Видат. Я же не буду на ровном месте говорить «Эй, Люль, моя бывшая невеста». Упаси Господь. Ваше кольцо очень красивое. Вы всегда носите. Это что-то, что, по вашему мнению, приносит удачу. Да, женщина, которая дала, сказала, что оно принесет удачу. Только вот какой же хороший вкус у этой женщины. Не так ли? На самом деле, это не такая история, какой вы себе представляете. Годами ранее мы отправились в деревню бедуинов в Марокко. Там пожилая женщина посмотрела мою судьбу. Она дала мне это кольцо. Ну и что вышло в вашем гадании? Я спрашиваю переводчика, что рядом со мной, что говорит, но он ничего не отвечает, краснеет, переливается из цвета в цвет. После этого я сказала, да скажи уже, что она говорит. Она посмотрела на моего возлюбленного и сказала, вы очень везучие, но вы ему не принадлежите, и в ближайшее время вы расстанетесь. То есть сказала это, когда ваш возлюбленный был рядом с вами. И что вы сделали?
Мы посмотрели друг на друга, посмеялись. И женщина, увидев это, сняла кольцо на своем пальце и отдала мне. У тебя будет долгий путь, и ты пройдешь этот путь в одиночку. И это кольцо принесет тебе удачу, сказала. Но это не такая болезненная история. В конце концов, каждый счастлив на своем пути. И вообще, одиночество, оказывается, не такая плохая вещь. Пока есть кто-то, кто думает о нас, мы не считаемся одинокими. Даже если не видим их. Возможно, это кольцо действительно принесло мне удачу. Возможно. Не знаю, часть с везением, но то, что само очень красивое, это факт. В таком случае, пусть немного принесет удачи тебе. Да, нет. У вас слишком много воспоминаний, я не смогу это взять, правда? Прошу, возьми. Оно и так достаточно долго пробыло у меня. Теперь ему нужны новые воспоминания. Ты возьми, пусть история изменится. Нет. То есть... Давай. Селина очень красивая. Очень красиво смотрится. Ваши не придут, кажется. Я потихоньку начну уходить. Что такое, Видат? Ты сюда пришел не для того, чтобы увидеть меня. Хорошо, сынок, но... Мне не поздороваться с твоей командой, раз я пришел? Моя команда? Ну, девочки. Зачем спрашиваешь? Да нет, ничего. Я просто так спрашиваю, не обращай внимания. Мои мысли в последнее время немного запутались, поэтому... Демир, лучше не затягивай с этим делом. Здесь есть очень серьезная ситуация. Я ранним утром отправился в оранжерею, смотрю, Мерве пришла. Что-то сажает там. Что ты говоришь? Это так? Клянусь, состояние девушки совсем плохое. Она очень несчастна. Ее муж нанял адвоката. Да я такое дело. Скажи вашим, пусть некоторое время не оставляют одну девушку. Бракоразводный процесс и прочее. Я пережил, знаю, это очень тяжелый период. Так еще и в одиночку. С ней еще семья не разговаривает. Это дело так не пойдет. Так еще и в такое время произошло. Проблема, Селин, с тобой. Айда мучается с этим безумцем Бо. У девушки больше нет никого, сынок. Мы сделаем все, что в наших руках, Видат. Все, что в наших руках. Ты вообще не вставай, сиди. Я пойду, сынок. Ты спокойно работай. И эту девушку одну не оставляйте. Предупреждаю вас. Ты совсем не беспокойся, Видат. Это дело на мне. Я ничего не сказал. Хорошо, до встречи. До встречи. Войдите. Вы звали меня, господин Демир? Прошу, госпожа Мерве. Как вы? Вам уже лучше? Спасибо, господин Демир, как вы знаете. Вам что-нибудь нужно? Хотя, господин Бурак ваш начальник, но... Если вы захотите взять отгул... Нет, я не нуждаюсь в таком. Да сейчас все так запуталось. Это не важно. Это решится. Но если вам нужно быть в Анталии... Нет, я не хочу ехать в Анталию. Хорошо. Сегодня заходил Видат. Господин Демир, извините, правда. Я так рано вышла утром из дома. Шла, вдруг оказалась в оранжерее. Получилось так некрасиво. Вы остались крайней, словно я воспользовалась добротой вашего друга. Простите, пожалуйста, правда. Я так не подумал. Будьте уверены, что и Видат так не думает. Конечно же, ты можешь идти в любое время, когда захочешь. Мы просто переживали за тебя. Поняла. Ты сейчас в таком месте, что... Все скажут, что понимают тебя, но... Ты будешь знать, что они не понимают. Чувство беспомощности. Обида. Злоба, которую ты чувствуешь. Ответы, которые ты ищешь, но не можешь найти. Я знаю, все это расстраивает тебя. И, к сожалению, так будет продолжаться
Какое-то время. Daha böyle gidecek. Сколько времени? Не знаю. Bu herkes У всех için по-разному. değişir. Ama bildiğim Но şey, я знаю, что bir однажды noktada это sona закончится. erecek. Yani şu То an есть сейчас ты испытываешь эту боль çekiyorsun ve и вынужден идти по zorundasın. этому пути. Ama Но в yolun конце пути sonunda тебя может ждать seni daha büyük большее bir mutluluk счастье. bekliyor olabilir. Hatta Более того, может, ты belki будешь считать o себя acıları везучей, çekmene rağmen несмотря на эту боль. şanslı göreceksin. Мне так не кажется. Да? İnanması Трудно zor. поверить в это. Ama Но hayat жизнь предоставляет человеку insanın много karşısına çok fazla возможностей. fırsat çıkarıyor. Ya şu an Возможно, mutsuz сейчас ты olabilirsin несчастна, но не переставай надеяться, пожалуйста. Спасибо, господин Демир. ama bir Еще şeyler- кое-что. Если, как и в eğer тот o день, günkü gibi что-то будет слишком, bir şeyler ağır gelirse, yani если ты почувствуешь, что с чем-то не справляешься, то есть если будет нервный срыв, приходи, выйдем вместе. Не нужно, чтобы ребята из компании видели это. Хорошо, господин Демир, спасибо. Не за что. Разве идея госпожи Тюркян об отеле не прекрасна? Словно живешь в особняке, каждой семье по комнате. И чтобы ночью из сада пришел Гюлебани. Молочные братья. Мы тебя совсем не любим. И отца твоего не любим. Очень хорошо. Госпожа Тюркян говорила после нас что-то про даты. Сказала, что презентацию сможем сделать самое ближайшее, через 2 недели. Они согласились. Кстати, внутренний дизайн мы сдадим вместе с постройкой, Бурак. Отлично, нам хватит 2 недель. Но у вашей стороны есть галерея искусства. Сможете начать выполнять? Эскизы уже сделали. Айда пока не видела места. Завтра или послезавтра она изучит место, сделает отчет. Но главный вопрос – возмещение ущерба, который скинул на нас господин Йылдырым. Руководители будут против этого решения. Это даст нам немного времени. В это время нам нужно будет закончить работу, получить оплату. Я займусь этим вопросом. А вы просто постарайтесь заниматься дизайном и выполнением. И не думайте про компенсацию. Селин, у тебя как дела? Я закончила дела, которые ты просил. Хорошо, тогда пойдем. Я все отправила тебе. Хорошо. Увидимся через 2 дня. Отдыхайте, развлекайтесь. Через 2 дня? Ты куда-то уезжаешь? Я расскажу тебе по дороге. Доброй ночи вам. Ты жалеешь, что отдала кольцо? Нет. Оно уже давно было со мной, просто занимало место. Но я привыкну. Ты похитишь меня на 2 дня? Да. Ну? Мы сегодня так много работали. Голова чугунная. А у меня в глазах двоится. Знаешь, что сделаем? Не будем возиться с едой. Закажем ее. Чего хочешь? Мороженого? Селин. А что? Я сегодня много ела. Я поела в компании, в Хэппи Пай. Мне теперь нужно поесть мороженое. Ладно, хорошо. С чем? Ты правда закажешь мороженое? Давай поторопись, иначе закроется. Это? С жвачкой, лавандой, лимоном и еще темный шоколад. Ты ведь знаешь, что я не буду это есть? Я поем из-за тебя. Пойду переоденусь. Жвачка. Спасибо.
Ты не вынуждена решать все за один вечер. Мне нужно спросить тебя кое о чем. Спрашивай. Помнишь наше первое собрание? Когда Демир говорил о заказе господина Йылдырыма, он сказал, что ты пытался что-то сделать. Снимай, снимай, не останавливайся. Снимай. Я попросил сфотографировать его с любовницей. Но мы не использовали это. Если думаешь, что компенсация связана с этим, эти фотографии еще есть? Эй, Люль, мы выплатим эту компенсацию. Ты не успела прийти, как получила 2 крупных заказа. В этом нет необходимости. Мне нужно решить еще быстрее, очень быстро. И если я как можно скорее избавлюсь от этой компенсации и сдам остальные дела, то вытащу Артемим и уйдешь. Новое место, новая компания. Начнешь все с самого начала. И в какой раз? Демир бросает компанию в самый сложный момент, чтобы и не проводила время с Селин. Он снова расстроится. Нельзя. Если я уйду, то Демиру не придется ничего объяснять Селин. Да я не хочу, чтобы Селин знала. Хочу, чтобы она запомнила меня как друга, с которым жизнь свела лишь на некоторое время. Мне нужно уйти. Как можно скорее. Эй, Люль, можешь успокоиться? Посмотри на меня. Ты в порядке? Твой кислородный баллончик при тебе? Хорошо, давай закроем эту тему. Пойдем, отведу тебя домой. Идем. Селин, твое мороженое растает. Идешь? Иду. Селин, пей иногда воду, чтобы миндалины не опухли. Не опухнут. Их убрали в детстве. Тогда болезнь сразу же попадет в печень. Ты потом будешь лежать. Я не могу заболеть. Мы поедем. Демир, что мне взять с собой? Ничего не бери. Демир, куда мы едем? Я начала немного бояться. Сначала выбросила меня в озеро, потом заставила ходить по лесу, обманула своей ежевикой, а потом боишься, когда я планирую что-то. Что случилось? Не думала, что будет реванш? Тогда погода была теплой. К тому же, если бросишь меня в воду, то вот тогда я заболею. А еще если заблудимся, это не проблема. Я и так обожаю ежевику. Хотя ты не найдешь в лесу ежевику, поэтому я пропускаю этот пункт. Боже мой. Деревья показывают свои плоды только тебе. Клянусь, Демир. Извини, но ты и природа без меня. Нельзя. Ты даже не знаешь, куда показывает муравьиное гнездо. Я могу зажигать огонь. Это считается? Считается. Демир. Что, Демир? Не смотри так. Когда ты так смотришь, я не могу кушать. Хорошо, не смотрю. Если бы ты ела то, на что у меня нет аллергии, то сейчас у нас мог бы быть очень романтичный момент.
Куда ты? Уберу мороженое, пока ты не отравился. Если еще будешь кушать, ты сама отравишься. Перемешала все: лимон, жвачка, лаванда. Даже вкуса нет. Прости. Обычно я не из тех, кто так открыто глупит. Кажется, все это было немного слишком для меня. Открыто. Я не такая. Какая? Слабая, неуравновешенная, неконтролируемая. Та, которая не может уйти, не может остаться, не знает, чего хочет. Все эти слова про меня. Ты совсем не такая. Я еще никогда не чувствовала себя такой слабой. Мне нужно уйти. А если побудешь еще немного, оставишь прошлое и будешь жить своей жизнью. То, может, найдешь причину для того, чтобы остаться. Постарайся ни о чем сегодня не думать. Завтра наступит новый день. Демир. Ты очень красивая. Ты так говоришь? Сказал. Как ты заметил, я не умею принимать комплименты. Пусть. Ты очень красивая, даже тогда, когда не умеешь принимать комплименты. Демир. Хорошо. Спасибо. Что с тобой сегодня случилось? У тебя такое состояние, будто ты изучаешь мое лицо. Изучаю, да. Зачем? Я ведь никуда не ухожу. Да, ухожу, но и ты идешь со мной. Мы вместе уходим. Да, вместе уходим. Хорошо. Я поднимусь в комнату тогда. Завтра с утра выйдем в путь. Мне нужно подготовиться. Спокойной ночи, любимый. Я очень люблю Сакис.
Чичи. Слишком будет преувеличено, если я возьму это с собой. Что скажешь? Ладно, возьму. Все равно едем на машине. Мне нужно быть готовой к романтическим моментам. Я могу войти на 2 минуты? Ходи. Демир, мне взять с собой теплые вещи? Что скажешь? Мы едем на юг. Хорошо, знаю сюрприз, но скажи хотя бы это. Присядь. Пойдем. Оставь это. Я благодарю тебя за все то, что ты оставила все дела и согласилась поехать со мной. Пойдем. Хорошо, не напрягайся. Мы и так поговорим. И о хорошем, и не очень. Ты пару дней пытаешься со мной поговорить, но я не давала. Видимо, есть то, что ты вынужден сказать. Да, есть. Хорошо. Что бы ни было. Поговорим, если нужно. Но это касается твоего прошлого, да? Ранее ты не хотела говорить. Что случилось? Внезапно. Ты будто успокоилась. Я же сказала, что сегодня во сне не могла тебя разбудить. Когда звонила, ты тоже пытался проснуться, потому что видел кошмар. Я поняла, что могу чувствовать тебя, то, что проходит через твое сердце. И там есть только я. Я знаю. Было бы что-то другое, какая-либо причина, я бы почувствовала. Нет. Правда. Селин, моя жизнь связана лишь с тобой. И я никогда не чувствовала себя таким полноценным. Хорошо тогда. Пусть поскорее наступит завтра, поедем. Давай ложись и поспи. Отдохни немного. Не думай о том, что взять. Если будет холодно, зажжем огонь. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Очень люблю Чичи. Вида отдаст кашу детям, не переживай. Я предполагала, что ты подумаешь об этом. Я знаю тебя, Демир Эрендиль. Не работает, не тянет. Подключу телефон.
и включу музыку. Правда, не твой музыкальный вкус, но... Откуда ты нашла это кольцо? Что, прости? Откуда нашла это кольцо, Селин? У этого кольца невероятная история. Она с далеких времен. Я не спрашиваю об истории. Почему у тебя спрашиваю об этом? Кольцо госпожа Илюль. Она отдала его мне, так как оно мне понравилось. Пожалуйста, можешь его снять? Почему? Селин, пожалуйста, сними. Это очень глупое, ненужное движение со стороны Эйлюль. Димир, я могу кое-что спросить? Ты почему так относишься к этой женщине? Видите ли, не нужно быть близкими, пусть не приходит домой. Странные взгляды при встрече. Почему ты злишься на эту женщину? Я правда не понимаю. Что происходит? Хорошо, хорошо, ничего не происходит. Я слишком остро отреагировал, прошу прощения. Хорошо, забудем. Почти приехали. Димир. Да? Понравилось? Сначала войдем внутрь и осмотрим все. Или же прогуляемся немного. Димир. Маленькое кольцо. Почему тебя так напрягает? Это что такое? Лампа. Я скоро вернусь, госпожа Змея. Димир, что с тобой? Голова словно казан. Папа. Он снова звонил? Лишь бы у меня вовсе не было прошлого. Или же, лишь бы я не был человеком, который тащит свое прошлое везде с собой. Я не хочу ничего от тебя скрывать. Я так сильно пытался обо всем забыть. Селин, смотри. Я не хочу, чтобы сегодня ночью ты оставалась там. Я приеду, заберу тебя. Не глупи, как ты приедешь? Снаружи ураган, ничего не работает. Мне не нравится, что ты там одна. Я не одна. Госпожа Илюль есть. Смотри, пожалуйста, не сближайтесь там, хорошо? Селин, есть то, что я должен тебе рассказать. Случилось что-то плохое? Нас не касается. Это касается прошлого. Я хочу лишь, чтобы ты знала. Вот и все. Селин, пожалуйста, послушай меня. Ты
Ты знала ее еще раньше. Эй, Люль,